Здравствуйте, это проект на одном баке, это дизельный Tucson. Мы заправили полный бак, 54 литра, и посмотрим, сколько машина может проехать, пока реально не заглохнет. Кстати, мы едем из Караганды в Алмату. Самое главное у нас выставить в нули все показания, чтобы мы знали, сколько часов мы едем, сколько у нас километров пройдено, ну и какой у нас будет расход топлива. Все, отправляемся. Кстати, посмотрите, у нас есть система считывания знаков. Очень удобная штука. Ты понимаешь, что ты сейчас 14 часов должен в машине сидеть? Вот элеватор. В Караганду мы ехали по М36, нашей знаменитой станинке, и, честно говоря, последние 150 километров до Караганды это просто был какой-то ужас, интенсивное строительство, ничего не видно, молоко, как говорят. Поэтому обратно мы решили пойти в Алмату чуть-чуть параллельнее. Вот сейчас мы идем по трассе А17 до Аккоя, и оттуда уже по трассе КМ7 мы поедем до Аксу-Аюлы. И там выйдем уже на М36 обратно. Надеюсь, что вот этот путь не то, что нам сократит время, а нервы, потому что невозможно ехать в постоянной пыли с этими фурами. А здесь, посмотрите, как четенько, асфальтик. Я вообще, честно говоря, удивлен. Проехали первую сотню, дорога изменилась в худшую сторону. Здесь такие острые ямы встречаются, поэтому сложно нам держать стабилизацию, даже с стабилизатором. И сейчас на экране нифига не видно из-за того, что солнце прям светит. Первые итоги. У нас расход идет 6,1 литр, что я считаю для такой трассы неплохо, потому что мы постоянно ускоряемся, постоянно тормозим. Здесь поселки, здесь плохая дорога, здесь очень много участков мостовых, где там до 40 сбавляем. В целом считаю нормально. Вообще по документам машина 5,4 дает по трассе. Но я вам скажу, что я когда ехал из Алматы, прямой участок был хороший, без дырок, там, без стройки. Вот тычок был. И у нас был расход вообще 4,8. Я держал там в районе 90. Поэтому 6,1 вот по такой дороге это норм. Я еще раз повторюсь, мы не поехали по М36, потому что там сейчас первые 200 километров от Караганды вообще полный кошмар. Да, здесь не лучше, но здесь нету вот этих знаков 50, вот этих вот мерзких желтых, да. Обгонные знаки тут встречаются наиболее логичные, то есть в опасных участках. Здесь нету полицейских, и мы тут на трассе, не знаю, одна машина раз в 10 минут проезжает. Так что едем дальше. Компьютер показывает мне, что 690 километров осталось до того, как закончится топливо, но что-то мне подсказывает, что мы проедем намного больше. Мы, в общем, решили не выезжать вот сразу на М36, потому что вот мне хватило того, что я ехал до Караганды. И поэтому мы решили сейчас максимально держаться через поселки. Да, тут сейчас грунтовка уже пошла, но мы решили максимально держаться через поселки, чтобы выехать уже на М36 там в районе Балхаша. Здесь сейчас мы держим скорость, дайте посмотрю, на спидометре 80. И в целом довольно мягкая подвеска, несмотря на то, что у нас здесь 19-е топовые колесные диски и шины. Поэтому мы все-таки, вот это все-таки комфортнее, чем ехать сейчас через стройку на М36. Вот поверьте, вот, меня пока все устраивает, несмотря на то, что это просто грунтовка. В общем, наши ожидания не оправдались. И параллельно М36 трасса так себе. Это мне напоминает, знаете, участок на Астрахань, Астраханка так называемая, да? Там проще ехать по обочине, потому что, ехать на асфальте совсем неудобно и можно просто остаться без машины. Поэтому у нас расход чуть вырос, не сильно, 6,3 у нас сейчас идет. Мы проехали 273 километра, нам еще километров 80, от поселка Акадыр до М36, нам километра 90 вот так вот страдать. Обратно мы уже не поедем и будем страдать здесь.
крюк этот, мы сейчас уже выйдем на 36-ю, на М36. И да, я не прав, не надо по дублерам ездить, потому что это дорога смерти, это дорога Мордор. Это, я не знаю, это в мирное время увидеть такое для меня было очень странно, потому что хуже намного, чем Астраханка. Это хуже, чем все, где-то вот похоже на участок под Семском как-то. Но главное, что теряем очень много времени, расход на самом деле не сильно растет, и вот сейчас мы возвращаемся на трассу. Еще раз порекомендую, вообще лучше не ездите сейчас по М36 и тем более по ее дублерам. Пусть закончат трассу и потом уже выезжайте, потому что машину здесь оставить очень легко, нам везет, но едем реально очень медленно, местами 15 км в час. Доехали, все, встаем снова на М36 и уже, надеюсь, мы хотя бы будем разгоняться до 70-90. Там мы ехали, плохая трасса была, 20 км в час. Здесь тоже приятного мало, пока стройка идет, приходится каждую фуру вот так обгонять правильно, то есть без двойного обгона. Это занимает тоже очень много времени, очень устаешь, концентрация быстро падает. И это опасно, поэтому достройте уже эту М36 побыстрее, чтобы мы могли ехать по Многополоцке, и когда кого-то обгоняем, чтобы у нас здесь был разделитель на сплошную, и мы не рисковали каждый раз, потому что сейчас это, конечно, посмотреть, так себе история. И каждые там 500 метров сразу начинается сплошная, и гаишники всех ловят. Поэтому и не обгоняйте там, где не нужно, и терпите вот это вот все. Ну вот мы только доехали до Балхаша. Это означает, что нам еще 600 километров с хвостиком до Алматы. И знаете, что самое забавное? Вот сейчас у меня он ровно полбака. Когда выезжали, у нас, соответственно, был полный бак. То есть заправили полностью перед поездкой. И вот сейчас вот мы проехали уже 491 километр. И на бензиновой машине, на 2-литровой, я бы уже честно подзадумался, где бы искать заправку, и начал уже бы, наверное, даже стрессовать. А здесь у тебя просто отсечка такая, 500 километров проехал, и у тебя еще полбака осталось. На самом деле, я думаю, что мы еще проедем не 500, а еще больше. Поэтому вот сейчас проект на одном баке, вот сейчас начинается самое интересное. Экватор мы прошли, у нас вот по приборам половина осталась. Расход у нас 6,7, у нас постоянные разгоны, торможения, обгоны фур, потому что фуры, правда, идут там 40, иногда 30 км в час. Съезды у нас расход, да, высокий, то есть если бы ехали просто прямичком, то было бы, я говорю, там 5 литров. Но будем смотреть, потому что вот сейчас интрига начинает быть интригой. Вот интересно, владелец впереди едущего бензинового Палисада знает, что уже появился в продаже дизельный Палисад? И хочет ли он его приобрести, потому что вот он с нами едет с Караганды, 09 регион. И думаю, что он уже, наверное, думает или заправиться, или уже заправлялся. А у нас все так же, полбака. О, какая стройка-то идет. А лучше-то не становится. Ну ладно, лучше чуть-чуть становится. Но надо заканчивать стройку. Все, уже требуется энергетик, чтобы идти бодрячком. Ну что, у нас показывает 100 километров электроника до того, как, не знаю, закончится бак или что-то случится. Но я думаю, что все-таки больше 100 километров. Сейчас общая дистанция, которую мы проехали, 726. Соответственно, вместе вот с этими 100, уже 99, будет 825. Наша задача проехать, хотя бы чуть-чуть превысить штуку, потому что это дизель, он, реально на одном баке 54 литра должен штучку свою проехать.
Да, график у нас трафик рваный, обгоны постоянные, вот эти все съезды, стройка, в общем, М36, как она есть, как обычно. Но я думаю, то, что сейчас ближе уже туда, Буры-Байтал и ближе Куртан, дорога-то лучше становится, стройки меньше, и поэтому, думаю, даже расход упадет. Сейчас у нас расход 6,9, так что интрига только начинается. Загорелась лампочка на 68, ну сейчас уже 67. Так, считаем, 750 километров, да? Это у нас будет общий счет, поэтому здесь я возьму и обнулюсь. И мы посмотрим, сколько на лампочке может проехать Тусан. Дизельный Тусан 2-литровый, еще раз повторю, 186 сил, 416 момента, насколько помню. Ну что, у нас уже ничего компьютер не показывает. Он говорит, я не знаю, когда закончится это путешествие, когда машина встанет. Но скажу вам, что на лампочке мы проехали 77 километров. И мы продолжаем двигаться. Так. 900 километров. Я просто в шоке. По такому рваному темпу, по бездору, там, где мы ехали 5 километров в час, где-то ехали за 100, обгоны, съезды, объезды, вот эти все прелести трассы М36 в нахождении стройки, да, в процессе стройки, да еще мы свернули там не туда, где проехали там лишние сколько-то километров, 90, по-моему, то есть мы, наверное, уже в Алмате были. 900 километров она проехала, она до сих пор едет, знаете, сколько на лампочке она уже едет? 150 километров она едет на лампочке при расходе 5,8, и она на лампочке уже едет 2 часа 3 минуты. Я не знаю, что сделать, чтобы ее остановить. Мы также пользуемся кондером. Я пользуюсь иногда вентиляцией, чтобы продувало мне чуть-чуть спину, чтобы меньше потел. Она до сих пор едет. Все, мы в нейтрале. Коробка перешла сама в нейтраль. Так, давайте встанем, где будет побезопаснее. 160 километров мы прошли на лампочке. И давайте подведем итоги. Но вначале заправимся. Нам, кстати, повезло, мы встали на участке, который строится, здесь никто не ездит. Вообще, конечно, 13 часов и 20 минут я бы никому не рекомендовал находиться за рулем, но такой уж у нас эксперимент. Все по-честному. Ну, чтобы не соврать, вон, смотрю, 910 километров и 600 метров она проехала, при том, что условия были, ну, даже не просто М36, а сверхтрасса М36. Вы видели, где мы ехали, где мы не так поехали. Никому там не рекомендую ехать больше. Но у нас получилось именно так. Делаем примерные выводы, пока 20-очку я залью. Посмотрите, если... Вот сейчас я реально могу на этой машине без проблем на одном баке Алматы, Тарас, Алматы. От центра до центра. А когда достроят Астанинку, я надеюсь, когда-нибудь это произойдет, то есть все участки от Алматы, там, до Куртов, до Буры-Байтала, там, до Балхаша, до Караганды и как бы везде, то я гарантирую, что я смогу со скоростью, ну, грубо говоря, средняя будет 90, но примерно буду 100 идти. Я гарантирую, что я до Астаны доеду на одном баке. Вот хотите, когда достроится, еще раз проведем этот эксперимент, и реально мы до Астаны на одном баке доедем. Причем я не буду волноваться, что там где-то мне хватит, не хватит. Вот сейчас я вижу, что ей хватит. Это был проект на одном баке. Главный герой, вот этот вот белый перламутровый красавчик, дизельный. Ребята,
Дизель 2.0D, если видите, знаете, это очень крутая тачка. Отличительная черта, еще здесь 2 выхлопа. Все, пробуем заводить.